мае 2025-го победители конкурса команды Абхазии поют гимн своей страны на площадке образовательной программы управления «Сеныш» в Солнечногорске, потому что важно нести культурный код своей страны везде, где бы ты ни находился, считают они. А это уже 30 июня, Сухум. И здесь они признаются в любви и преданности Родине. Большая встреча. Президент принимает финалистов конкурса управленцев команды Абхазии. Среди них ученые, юристы, журналисты, энергетики, экономисты, спортсмены и представители других профессий. Каждый проявил себя достойно, поэтому сегодня на их плечи возложена ответственная миссия – справиться со стратегически необходимыми для страны задачами. Команда, на которую я ориентируюсь, команда, которая призвана улучшить управленческое решение в нашем государстве. Откровенно скажу, что команда Абхазии, на мой взгляд, это и есть кадровый резерв нашей страны. Финалисты проекта команды Абхазии ежедневно обучаются новому и получают знания. Самое важное, участвуют в образовательных программах, отметил президент. Одной из них стал «Сеныш». В начале встречи глава государства попросил поделиться своими впечатлениями. Спасибо, Сеныш, что с каждым днем, это искренне, спасибо, Сеныш, что с каждым днем мы открываем для себя мир, а главное, наша сверхзадача. Все, чему нас научат там, мы обязательно применим для своей страны. Я чувствую, что мы это сумеем. Я чувствую, как мы горим и за свою страну. И спасибо тем, кто нам помогает осуществлять эту мечту. Спасибо. В целях программы, то, что мы сформировали, когда совместно с вами проектировали ее, мы говорили, что это формирование нового поколения лидеров, то есть лидеров именно управленцев. Управленческое звено на сегодняшний день вызывает, стоит в переходе в третьей промышленной революции, то есть в переходе к смене технологий. У территории изменяются, у всех территорий, стран, государств изменяются целевые задачи. То есть вот этот технологический перелом, который сегодня, конечно, он усложняет эти управленческие решения, и необходимо нам совместно с этим разбираться и учиться. За это время финалисты проекта научились многому, однако самые главные критерии, по которым их отбирали, это не только знания, но и умение оперативно принимать решения, способность слушать других, наличие навыков публичного выступления, способность взаимодействовать с другими участниками и множество других качеств, которыми должен обладать настоящий лидер. Команда Абхазии проходит при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Я начну с благодарности. Базу Зуравович, вы сказали нам благодарности. Я не могу не сказать вам за две вещи. Первое, за то, что в нас поверили и пригласили нас вместе с вами сформировать конкурс команды Абхазии, запустить его. А второе, за удовольствие работать с такой командой. В конференц-зале Кабмина собрались 80 финалистов, победителей команды Абхазии. Они поделены на 9 групп, каждая из которых представила президенту проект по социально-экономическому развитию страны: экология, туризм, сельское хозяйство, благотворительность, экономика, энергетика, общественная деятельность. Первый проект представил Нурит Арба. Называется он «Абхазский рубеж». Абхазский рубеж, значит, спортивно-приключенческое соревнование, аналог российского проекта «Гонки героев», адаптированы под наши природные и национальные особенности. Проект представляет собой полосу препятствий дистанцией 3-5 километров горно-лесистой местности, включая в себя различные грязевые коридоры, переправы, веревочные курсы, скалолазание и, значит, командные работы этапы. Тарас Миронович, значит, мы можем обещать, что Госкомитет по молодежной политике реализует этот проект. Можем? Экология – извечная проблема. Финалисты конкурса команды Абхазии не обошли ее стороной. В ходе своей работы участники проекта выяснили, что в Абхазии образуется более 1,5 миллиона кубических метров отходов. Это больше 300 тысяч тонн, которые вывозятся на свалки. Мы предлагаем программу «Экологический патруль», которая позволит выяснить реальное состояние дел с мусорными стихийными свалками в республике. Вот. Как это работает? Обнаруживается свалка мусора,
человек заходит в телефоне в Telegram-бот, фотографирует эту свалку, с привязкой к локации отправляет в чат-бот. После модерации эта локация появляется на карте Абхазии в виде красной точки. Используя эту информацию, любой гражданин или организация может принять участие в ее ликвидации. То есть в рамках этой работы мы можем сформировать некий пул людей, которые будут постоянно отслеживать эту историю и в том числе будут помогать реагировать на решение несанкционированных вещей. Если я правильно понял, так или нет? Если нет, Да, то совершенно верно. Медицина, курортология, реабилитация. В этой сфере представлен еще один проект. Одна из первых задач – провести конференцию и рассказать о базе природно-климатических ресурсов республики, сформировать пул международных партнеров в области науки, образования и бизнеса. Работают финалисты проекта и над программами по сельскому хозяйству. Одна из них – создание информационного центра. Что имеется в виду под созданием определенного информационного центра? Это, к примеру, при Министерстве сельского хозяйства или при другой заинтересованной службе создается центр по сбору информации от крестьян, от сельского хозяйства. Потому что мы можем видеть определенные проблемы, которые мы указали в ходе межмодульной работы, но когда будет обратная связь с крестьянами, заинтересованными лицами, я думаю, что мы будем проектировать более профессионально, мы предложим свое видение с интересом, с учетом интересов наших жителей, наших крестьян. А еще в рамках проекта, направленного на развитие сельского хозяйства, планируется ярмарка выходного дня на различных площадках, где сельхозпроизводители смогут реализовывать местную продукцию. Представили на встрече с президентами проекты, связанные с туризмом. Бадра Гунба поддержал инициативу по созданию муралов на фасадах зданий с национальной тематикой. Проект «Цвет культуры» в каждом штрихе подразумевает также внедрение в школьную программу предмета Апсуара, проведение культурных мероприятий, работу с молодежью по сохранению традиций. Затронули на встрече и энергетическую тему. Составить график перетока электроэнергии. Вы знаете, что в зимний период, в короткий, так скажем, период в месяц-два, нам в прошлом году пришлось заплатить сотни миллионов средств из собственных средств за переток электроэнергии. Даны поручения, чтобы мы в конце года не искали средства. В течение года, уже я думаю, что с августа месяца, мы будем закупать переток в Российской Федерации по определенным тарифам. Тарифам выходного дня, ночного дня, когда эти тарифы в 2 раза практически меньше того, что мы получаем в ноябре, в декабре месяце. Мы занимаемся параллельно установкой прибора учета, очень важное направление. Мы занимаемся анализом тех мощностей, которые мы могли бы ввести в эксплуатацию. Это в том числе и перепадные ГЭС. Нам нужны дополнительные объемы собственного производства электроэнергии. Страна не может развиваться без перспективного, устойчивого развития энергосистемы. В этой связи это очень важное ключевое направление. Команда Абхазии представила и проект по созданию благотворительной сети в разных сферах. Поговорили с президентом о других важных аспектах социально-экономического развития страны и об участии в форуме Таврида. Важно международное сотрудничество, отметил президент. В рамках образовательной системы, культурной системы и ряда других направлений мы обязательно сделаем все, что зависит от государства, чтобы эти контакты наращивались. Я благодарю Владимира Владимировича Путина за то, что он особо отметил взаимодействие молодежи между Абхазией и Россией. Это то, чем мы занимаемся. Вы знаете, насыщенность программы, интенсивность взаимодействия между спорткомитетом и ответственными структурами Российской Федерации. Наши ребята в этом году уже имели возможность принять участие в таких фестивалях, как ВК-фест.
Вы знаете, что буквально недавно наши ребята посетили фестиваль «Алые паруса» выпускников, Евразия, Глобал и ряд других площадок, которые сближают молодежь наших стран. В завершении встречи были подведены итоги. За выделенное нам время, на мой взгляд, действительно сегодня получилось продуктивно поговорить с управленцами уже сегодня, которые многое делают и работают на благо нашего общества. Со своей стороны, Базар Зурович, мы будем стараться не подвести вас ни в коем случае, идти вперед, дополняя друг друга, помогая друг другу. Я уверен, что мы действительно сможем сделать многое. Я считаю, что с учетом того, что сегодня услышал, всех тех предложений, очень важно уже от проектов перейти к реализации, к тем вещам, которые вы сегодня озвучили. В ближайшее время мы саккумулируем все те предложения, которые услышали. Обязательно нам надо будет проработать их детально и внедрить в жизнь. Уверен в том, что сообща мы сможем добиться серьезных результатов и успехов в нашей общей деятельности. С учетом изложенного, уважаемые коллеги, предлагаю вам, прошу рассмотреть такую возможность создания общей платформы движения общественной организации под названием «Команда Абхазии», которая будет работать в единой среде, с едиными подходами, с единым видением развития нашего государства. Ответственные, образованные, креативные и коммуникабельные команды Абхазии продолжают свою работу на благо страны. Гугуца Вардания, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.